Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24 и продолжаем рассказ про переделку румпельного мотора на дистанцию. В прошлом выпуске, перед тем как приехать в мастерскую, я закупил БУ рулевой редуктор, стартер, релюшки, косу в мотор, втягивающий на подсос, а также машинку. Уже в мастерской мы примерили раму, выяснили, какой длины должны быть тросы управления, подготовили площадку для руля и сделали заднюю крышку. Так, ну что, как видите, крышка готова. То есть она будет вот так устанавливаться и крепиться болтами. Но пока нам не надо ее устанавливать, потому что будем ставить рулевой редуктор. Ну, так-то вообще такой тазик. Под рыбу, да? Под рыбу. Контейнер. Крепление для нашей машинки готово на газ, реверс. И, соответственно, все это будет выглядеть вот так. Сюда ставим с этой стороны машинку, сюда руль. Редуктор с рук взял. Тут у него этот резьба сломанная. Резьба сломана? Ну, чуть-чуть. Типа сказал, мечиком пройдутся, говорит. Ну, так как в целом всегда вот такой подобный тюнинг, он не дешевый, и в целях экономии иногда берутся запчасти БУ. То есть, ну, вот этот редуктор я взял с рук, ну, он вышел мне где-то на 6 тысяч дешевле, но есть нюансы. Ну, как бы на нем ездили раза 3. В общем, он почти новый. Здесь чуть-чуть сорвана резьба, и не хватает вот этой гайки. Хорошо, есть стопор. Ну, в целом, в принципе, обычный редуктор рулевой. Да, сейчас мы уже приступили к сборке скобы, установке скобы для руля. Напомню, что у нас бэушный комплект, поэтому гайки, болты находим в ведрах для гаек и болтов, как это бывает в любой мастерской. Так, вот под этот рингтон мы сейчас возьмем руль. Я не знаю, как у него там должно быть. Привет. Ой. Здравствуйте. Испытано на себе. После подготовки наступает следующий этап – как прикрепить алюминиевую раму к ПВХ-лодке. Для этого используется люверсная лента и веревка. Но перед этим люверсную ленту нужно приклеить. Продолжаем подготовку. Сейчас переходим к процедуре нанесения клея. Ну, если кто не знает, сначала обрабатываем ацетоном, обезжириваем поверхность, затем мажем слой клея как на саму лодку, так и на саму люверсную ленту. Даем немножко подсохнуть, затем нагреваем поверхности и склеиваем. Ничего сложного. Так, сейчас Александр покажет пример, как делать. Вторую сторону уже буду делать я сам. Как бы точечно, да? Да. Прихватить по той линии, по которой изначально прочертили. Да, чтоб не было складок между потишкой. Теперь еще раз пробиваешь.
Так, вот таким образом Надо, чтобы 2 слоя клея, чтобы кристаллизовались, вместе. прихватились. Ну. Вот так вот. Клей, кстати, активируется нагревом. Вот тут важно не переборщить. Можно натворить делов. Так, первым делом сейчас выворачиваем все по линии. Подогреваем. И потом вот эта штука, да, как-то? Да. Тебе главное угол пройти. Нет, у тебя же поверхностная часть ровно лежит. Ты просто ее проходи углом. Вот так? Да. Чтобы у тебя сама ливерсная лента, угол именно прихватился. Чтобы там воздуха не осталось. Жестче, не стесняйся. Что, боюсь, как будто кажется, что это какая-то острая штука. Да, ну. Так, потом. Все, теперь вон каталкой железной вот этой. Вот этой? Да, и капитально прокатываешь. Прям усердно. Сюда пройдись. Туда-обратно. Все углы проходишь, вклеишь, чтобы пузыри не оставались. Ну, попадает влага и начинает отклеиваться. Но здесь клей с отвердителем. Это что значит? Ну, специально отвердитель добавлен, чтобы вообще каменная была. Так, ну что, получилось у меня не особо идеально. Ну, пойдет. Чуть-чуть лента ушла чуть ниже у меня. Я ее как-то не так подрастянул. Но в целом вроде бы неплохо. Все идеально. Вот так будет, да? Да. Все. Тут у тебя шерли здесь. Давай. Может чуть-чуть выставить или нормально? Нормально. Нормально, ты сверли. Все, да? Вверх сверли, да? Прям сверлю. Сверли. И будь. Не, пока не будешь вставлять. Да. Ну, что, зачем? Ты все равно снимать же будешь это троса. Так, да? Нормально? Это же полный газ. Да, нейтралка. Вот нейтралка. Так, ну сейчас у нас идет процесс электрификации. Сейчас Василий подключает электрику. То есть мотор вот этот, он румпельный. Там никакой проводки под косу, ничего внутренней проводки нету. Очень простой мотор, без автомикса. Ну, в целом все остается. И ручной стартер, и сам румпель. Но вот такие моменты, как, например, при запуске с машинки, то есть если, допустим, я завожу рукой подсос, открывая, то здесь это, например, эту роль играет такой магнитный как бы клапан. Вот этот здесь у нас сходит магнит, ну, ответная часть стальная, и при подаче электричества, да, вот она как бы входит, всасывается, если так можно сказать, внутрь, и подсос открывает на старт, на холодный запуск. Вот таким образом. Да. Вот. Ну и еще один момент, что косу я брал тоже с рук, БУ, и она от мотора Suzuki. Но в целом Suzuki и Tohatsu косы, они как бы одинаковые практически. То есть единственное, что сказали, в Suzuki не хватает одного какого-то пина. Вот. За что он отвечает, тоже точной информации нету. Возможно, за трим. Да, то есть, трима тут нету, поэтому как бы он особо и не нужен. Вот, в целом сейчас все это подружится, и уже будет подключение непосредственно самой машинки, чтобы все управлялось с нее. Так, в общем, косу подружили вроде бы с косой от
Тахатсу. Сейчас будем проверять. Так, я выключил. Подсос. Есть. Запуск. Нажимай. Нажимай. Ага, все. Работает. Еще раз делаю. Испытано на себе. В процессе изготовления, подготовки лодки выяснился такой момент, то есть у меня есть заводской обычный тент носовой, и в целом как бы, ну, пошивки, да, какой-то определенной, ну, не требуется, да, это будут такие лишние немного затраты, но тем не менее у нас торга, которая была уже готова, немножко отходит от основного тента на несколько сантиметров вот сюда. И в целом это чревато чем? Тем, что во время хождения, ну, по реке иногда будет дуть ветер или заливать, ну, лить дождь. В целом даже с таким тентом, с полноценным, все равно те, кто сидят в лодке, они все равно мокрые, но тем не менее можно немножко минимизировать этот момент. И сейчас, я не знаю, это, ну, я нигде не видел, просто что в голову пришло. И Василий сейчас воплощает эту идею в реальность. То есть идея в чем? Вот сюда поставить дополнительный кронштейн, который будет служить неким таким дополнительным багажным местом. Сюда можно будет положить гермосумки со спальниками и использовать его в виде такого некого багажника. Так, пока я говорю, смотрите, уже Василий приготовил одну часть. Сейчас мы ее приложим. Да, будет это вот здесь приблизительно. Вот так, да? Все равно, как показывает такая моя небольшая практика, то есть это место, оно особо не занято, да, то есть основной багаж, например, лежит впереди на носу и не достигает вот этого верха. Ну, конечно, можно всегда заполнить лодку разными вещами, но тем не менее зато доступ будет быстрее, и, например, если нужно быстро переодеться там или нужны будут какие-то теплые вещи, эти вещи можно расположить прямо в этом месте. О, добренькая стала. Привет. Уже местные стало. Короче, я взял открыть, повыше, 5 сантиметров отрежу. Кстати, вот обратите внимание, с редуктором рулевым торга достаточно легкая сама по себе. Дошло, да? Я сейчас там подвину. Все, можно отсюда. Если под нее вот так. Тут нужно, Не, еще если ниже. если вот так вот под 90 градусов, Она упирается, да? Можем же двинуть. один не натянутый, один натянутый. А какой не натянутый? Вот у меня такой. Нет. Смотри, давай чуть даже немного эту назад двинем. Торгу саму. Чуть-чуть. На свое родное место. Вот на свои места, да? Вообще вот так. Под 90, да? Так, а если... И вот это хоть как можно, да? В принципе. Так, под 90. Но знаешь что, мы по глубине немного проигрываем тогда. Если мы 90 делаем, тогда не сильно, ну, такую толстую сумку, ну как, типа даже спальник будет торчать наружу. А если ниже сделать, ниже сделай. Да, может, типа такого. Вот так. Тогда можно поглубже положить вещи. Ниже, ага. И мешаться не будет. Но. Вот. Ну ты там себе отмерь, а здесь также Здесь, ну, одинаково сделаем.
там разницы нет. Потому что тент все равно он плюс-минус гуляет туда-сюда. Итак, сейчас уже осталось в целом не так много, практически, можно сказать, финишная прямая. Все основное у нас подключено, то есть установлена машинка, газ, реверс, установленный рулевой редуктор, подключена электрика, все заведено к мотору, все работает, но сейчас еще много таких вот доработок, которые мы должны, конечно, завершить. Одно из них — это обвязывание к вот этой люверсной ленте. Мы должны привязать нашу раму. Для этого мы замеряем длину люверсной ленты и берем веревку в 2 раза больше размером, ну чуть-чуть можно с запасом. После этого спускаем баллон немного, так чтобы он был мягкий. Так думаю, достаточно. И начинаем вязать. В принципе, ничего сложного, как шнурки. Сейчас меня научили еще одному способу завязывания торги. Делается он с помощью узлов. Пропускаем. Так вот делаем узелок. Натягиваем. Прихватываем. И отпускаем. Следующий такой же. Проходим узлом. Сюда натягиваем. Держим. И затягиваем узел. Так, вот сейчас будет виднее. Давайте покажу. Итак, затянулся. Заводим. Проводим сюда, делаем узелок. Затягиваем. Первым пальцем. Потом вот так. Сейчас. Съемка. С этой стороны. И так всю люверсную ленту. Узел. Сюда. Тягиваем. Все. Ну, плюс в том, что можно сразу делать натяжку, и узлы вот эти не распадаются, не растягиваются. Так, ну думаю, достаточно. Все. Все держится. Так, ну методом одной пробы и ошибки было выявлено, что если нужно завязать люверсную ленту, то нужно брать с запасом, с небольшим, в 3 раза, 3 длины. То есть много уходит вот на эти
перекрестие, поэтому надо брать где-то примерно в 3 раза больше. Ну и еще останется небольшой запас, нужно тоже, чтобы завязать узел. Друзья, несмотря на то, что для вас это все находится, весь контент в одной передаче, на самом деле сегодня уже 3-й день, как я занимаюсь лодкой, то есть такие длинные подготовительные работы. Но это того стоит, потому что впереди достаточно интересное путешествие, я бы так это назвал. Будет оно в конце сентября, и это будет очень холодно. И вот это основная причина, почему было решено поставить рулевое управление, потому что сзади сидеть на румпеле в течение 2 суток, 2 дней подряд, то есть это, сами понимаете, кто был на реке, тот знает, в сентябре. Вот, на данный момент у нас уже все практически сделано, установлено рулевое управление, здесь Василий все запаковал, он установил трос рулевой, подключена машинка, электрическая коса, все подружено. Здесь у нас аккумулятор, тросы газ, реверс тоже выведены к мотору. Сейчас я, соответственно, перевязал люверсную ленту, все закрепилось, накачал баллоны чуть-чуть, чтобы посмотреть, как это все смотрится, и немножко подготовил почву для завтрашнего дня. Вот эта куча проводов, которая идет до мотора, стянул стяжками, привел в порядок. Есть вопросики по той части, там есть петли, запас где-то около метра. Все это мы сделаем завтра, и здесь будет подключение тросов газ-реверс и рулевое управление. В целом все. Для себя я выбрал такой момент, что практически здесь нету больше ни фиш-платформ, ни скамеек. Все просто как в стандартной лодке, кроме вот этой водостойкой фанеры. Кстати, очень хорошая тема. Очень стало с ней комфортнее передвигаться. И финальной такой точкой у нас будет это мытье лодки, потому что после летнего сезона по реке Лена здесь очень много песка. Вот. Можно подумать, что я уже в годах, поэтому много песка, но на самом деле это из-за речного песка. Вот. Вопросы есть у меня по вот этой части, которую я сам придумал. Это было сделано, как только я поднял тент, и, соответственно, расстояние от этой торги, потому что торга, она, можно сказать, практически одной формы, да, и расположение на лодках 500-х, 500-я шерпа, оптимальное, поэтому мой штатный обычный тент носовой, он здесь у нас находится на отдалении. Шить новый тент тоже ни времени, ни тоже по финансам не особо позволяет, поэтому я подумал, почему бы не скрыться от ветра, то есть ветер может заходить сюда, будет не очень комфортно. Вот такое багажное отделение, здесь будет сетка, вот так вот заведена, и туда можно будет класть гермомешки, там будут вещи, которым нужен быстрый доступ, теплая одежда, не знаю, дождевик, в общем, что-то такое легкое, объемное, можно и спальник перевозить. Вот, и потому что в основном в походном положении, в походном состоянии лодка очень сильно загружается. Здесь установлен, так как нет скамеек, вот этот ящик с креслом, хорошо себя показал, он универсальный, то есть и место под ним не теряется, полезная площадь, да, полезный объем, там можно перевозить какие-то инструменты, продукты, все что угодно. И он будет смещен правее, этот ящик, и рядом будет стоять ящик побольше, то есть в длину.
Он сделан из пищевого такого пластика, из которого делают питьевые емкости для воды. И все остальное будет место для груза. Нужно разобраться еще, скорее всего, нужно будет поставить вот такие вот пару люверсов, да, пятаков, чтобы перевязывать. По крайней мере, привязывать нужно будет мой ящик, чтобы он не шатался. И все. Здесь будет стоять 65 литров бак, 25 литров, такой типа резервный. И обычно на дальнее расстояние я вожу с собой еще где-то в мягких баках около 100 литров уже разбавленного бензина. Ну и плюс, само собой, еще дополнительные канистры и так далее. Вот. Ну что, по-моему, мне уже звонят домашние, пора ехать домой. И почва для завтрашнего дня подготовлена. Я надеюсь, что завтра у нас будет уже финальный день, финальные доработки и постановка на воду. Как известно, аппетит приходит во время еды. Мой случай тому яркий пример. Если изначально цель была той, о которой я вам сейчас рассказал, то далее все пошло по нарастающей. Чтобы не растягивать историю на несколько передач, я вам вкратце расскажу, что еще было изменено и добавлено. Итак, поехали. После подключения тросов управления мотором и общего взгляда на лодку появилось ощущение, что все-таки не хватает задней торги с корзинами под ящики RV-Box. Для этого я наклеил люверсные ленты и еще дополнительно укрепил их пятаками. В процессе получил оправданную критику от Евгения по поводу моего неаккуратного нанесения клея. Помните, я говорил, что тут себя ощущаешь и, соответственно, должен быть аргонщиком, уметь клеить, уметь быть электриком. Вот еще надо, сейчас вспомнил, аппликации, да? То есть вот эти моменты я сам вырезал и сейчас их клею. Все как в детском саду. Как думаешь, какой радиус? Круглый. Круглый радиус? Ты должен был взять вот это вот дело, да? Вот, ну, положил, да? Вот, ну, просто я не снимаю это дело. Ты должен был взять этот пятак, ну, очертить, ну, то есть обезжирить здесь. Короче, чуть-чуть только отвлекся, все. И пошла жара. Видите, обычно мы намазываем, да, как бы аккуратненько все сделаем, да, здесь отмечаем. А Руслан тут в азарт вошел, короче, смотрю, поворачиваюсь тут кисточкой, пошел гулять по всей лодке. Ну, слишком, да, я перестарался. Но в целом я же сказал, что у меня как бы не напрягают вот эти следы клея. А так, конечно, если был по идеалу, надо было... Как вы делаете? Ну да, обрисовываете пятачок, отмечаем его, делаем красиво, потом здесь делаем скотчем, чтобы за пределами даже намазываешь. И все красиво. Почему мы скотчем дублируем? Да, ничего страшного. Вы сделали. Все провода и тросы мы обмотали бронелентой. Во-первых, это эстетично. Во-вторых, защищает коммуникации от внешнего воздействия и сохраняет от перетирания и повреждений. В центре техники Maximum был приобретен автономный отопитель E-Corner. Когда говорю автономный, то это действительно так. С помощью встроенных элементов пельтье он после старта и нагрева начинает сам вырабатывать электроэнергию, которой хватает не только на заряд стартовых батареек, но и на заряд ваших гаджетов. Так, у нас сейчас будет тестовый запуск обогревателя дизельного E-Corner. Зарядили батарейки. Сейчас дольем топливо и попробуем запустить. Там даже воронка есть в комплекте. Сейчас смотри. О! Работает на дизеле, 3,5 литра бак. Ты видишь что-нибудь? Я там не вижу. Я вижу. Сейчас скажу. Так, у нас запуск будет такой. Рабочий. Включение. 20 градусов. Что такое?
пошло. Подожди, он думает. Угу. Тут всасывает воздух. Ну, напряжение нормальное, 15 вольт. Было 16, когда поставили. В инструкции написано, что если ниже 15, то, по-моему, Не будет запускаться. стоит запускать. Да. О, Во. пошел щелкать насос. Вот здесь выхлоп горячий. Знакомый звук прибасты. Теплообменник сейчас прогреется. О. Нормально будет. Ну а сейчас мы уже разогрелся, включили Type-C, зарядка на телефон. Зарядка есть. Горячий воздух. Так, сейчас у нас также проходит тесты зарядки. Поставили iPhone. Это Pro Max, да? Pro Max. Где-то примерно за 2-3 минуты 1% добавляется. То есть скорость зарядки достаточно хорошая. Сейчас уже 20. После этого небольшого тест-драйва мы убедились в его работе, и, соответственно, появилась идея отапливать им не только палатку на стоянках, но и попробовать отапливать лодку под ходовым тентом. Сработала эта идея или нет, вы уже узнаете из следующих выпусков с полевых испытаний. Ну что, спустя несколько дней подготовки уже можно рассказать про все работы, которые были проделаны, и изменения. Напомню, что лодка была просто на румпеле, и впереди стоял носовой тент. Давайте посмотрим, что изменилось и какие работы были проведены. Ну, начнем с носа. Здесь в целом все осталось так же. Носовой тент остался в своем пазу, в своем же положении. Единственное, что теперь он стал ходовым. То есть к этой части, к носовой, которую мы сейчас после обзора наденем, будет еще натянута ходовая часть полностью, которая будет защищать от дождя, ветра, потому что проезд по большой воде, по реке Лена у нас будет достаточно продолжительный. Так, далее уже переходим к изменению. Вот эта носовая торга, я правда не знаю, как она точно называется, ну, в общем, где устанавливается рулевая консоль, была чуть-чуть изменена. Я уже говорил, что вот эту часть было решено сделать для того, чтобы сюда класть на сетку дополнительный груз, который нужен был быть всегда под рукой. Единственное, что эта идея появилась до того, как поставили ходовой тент, потому что здесь появлялось расстояние между носовым тентом и самой рулевой торгой. Теперь как бы особой необходимости в этом нет, но тем не менее, когда мы примеряли тент, в целом можно ее использовать так же, как грузовую часть. Так, аккумулятор стоит теперь в носу, все питание идет отсюда. Здесь у нас установили рулевой редуктор вместе с рулем, вольтметр, прикуриватель на 12 вольт и разъем USB. Установлена машинка газ-реверс, все тросы, как видите, запакованы в защитную ленту. Это у меня проводка на эхолот, который установлен вот в этой части, то есть вот в серединке. В принципе, он там нашел свое место. Далее, ну, то, что можно снаружи посмотреть. Кстати, так как здесь появится ходовой тент и появляется проблема, как попадать в лодку, то есть обычно я залезал с этой стороны. Но теперь здесь есть и сама торга с держателями для корзин, поэтому еще и с ходовым тентом будет проблематично забираться по этой части. Поэтому, учитывая то, что сроки поджимали, но есть инструменты, соответственно, сварка, и вообще мы находимся в мастерской, из старой корзины для РВ-бокса была сделана вот такая вот лесенка. То есть крепление у нее
вот таким образом. Здесь самозатяжные веревочки, 2 карабина. Все легко демонтируется. Чтобы залезть в лодку, чтобы привести лестницу в рабочее состояние, достаточно сделать такое движение. Все, и можно, соответственно, залезать. Все уже проверено. Единственное, что здесь пока просто крышечки от бутылок замотанные изолентой. Но я думаю, потом я сделаю прорезиненной. А может и не сделаю, да? Все, как говорится, временное, все вечное. Вот. И чтобы его убрать, можно сделать вот так. Понятно, что немножко торчит, как бы, но не критично. И в случае чего, при переходе уже на режим движения по горной реке, если ходовой тент уберется, то эту лесенку можно вот таким вот образом спокойно демонтировать. Ну, можно снять карабины, они всегда в лодке пригодятся. Так, дальше. Про эту торгу особо рассказать нечего. То есть обычная торга для установки корзин формата RV-Box 700. Далее установили датчик эхолота, держатель. То есть лодка используется как на реке Лена, так и двигается по горным рекам. Основную часть передвижения ведется там в летний период по большой воде, и где эхолот, в принципе, достаточно полезен на рыбалке, ну и вообще в целом видеть глубину. Здесь у нас все делается так одной рукой. Опускаем и застегивается. Нижняя часть немного усилена, потому что здесь будет идти давление воды при большой скорости. Ну и достаточно хорошо держит. Крепежки взяты от внедорожников. Обычно их вы можете увидеть на багажниках, на подготовленных внедорожниках. Здесь крепятся обычно лопаты, какой-нибудь шансовый инструмент. Убирается также легко, вот так, одной рукой. Раньше этот датчик стоял здесь, на крыле, но это было не очень удобно, потому что если переходить на горную реку, надо ее снимать. Так, далее, УТРы, укрепление транса, трансовые плиты. То есть во время движения мотор давит на лодку, и несмотря на то, что все жестко вклеено несколькими слоями, здесь есть такие небольшие движения. Ну и так как мотор не такой тяжелый, 50-сильный, поэтому УТРы поставили с одной стороны сзади. То есть они, в принципе, свою роль, думаю, будут играть и держать транец. Так, все тросы, соответственно, проведены сюда. Рулевой трос, тросы газ-реверс, проводка. Внутрь не будем заглядывать. Там, значит, так как это румпельный мотор, поставили стартер с реле. Также здесь стоит втягивающий на подсос, то есть она в виде магнита, и когда зажимаете ключ, соответственно, подсос срабатывает. Его здесь раньше не было, то есть он все было ручным. Ну, в целом все. Еще будет доработка по креслам. Кресла сделаны, вмонтированы в RV-Box. Ну, это такой достаточно, на мой взгляд, оптимальный вариант. То есть, если устанавливать скамью с креслами, то, может быть, когда-то нужен какой-то объем дополнительный и так далее. Быстро ее не снимешь. В целом, это позволяет, как в Тетрисе, да, менять расположение, конфигурацию самого багажного отсека. То есть, багаж, груз можно распределять как бы на свой вкус, в зависимости от ситуации. Друзья, ну, как видите, все работы основные сделаны, и в следующих выпусках передачи «Испытано на себе» мы увидим эту лодку уже на воде, и вас ждет кое-что очень-очень интересное.